ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 10:30, поселок Дальние окрестности детского сада номер 26. На дворе только утро, а в небольшом леске прямо за забором собираются местные завсегдатые. Земля завалена бутылками, окурками, бытовым мусором и флаконами из-под опохмела. Тут же немного подаль неофициальный туалет рядом с магазином. Местные жители уже давно бьют тревогу, но безуспешно. Например, Елена Пташинская рассказывает, что свалка здесь уже много лет, да и кому жаловаться, ведь эта земля как будто ничья и убираться не хочет никто. Хочется, чтобы вокруг садиков была чистота, чтобы не было такой антисанитарии у детей, чтобы вот это не залеживалось годами, чтобы здесь не собирались сомнительные личности, чтобы милиция хотя бы периодически вот это все смотрела и контролировала. Ну вы же сами видели, что у нас творится. Но это же нельзя в таком мире-то жить. Первое побуждение – обвинить детский сад, дескать, как допустили. Но, поговорив с сотрудниками, мы выясняем, что они пытаются исправить ситуацию. Жальбой неравный. Сами мы каждый год убираем, пытаемся убирать где-то метров 5 от забора. Наша территория, нам говорят, мы убираем, пытаемся. Но дело все в том, что всю территорию, конечно, мы убрать не можем, потому что там эта свалка уже годами проходит. Но дело все в том, что вот кто-то из родителей мне говорил, что они обращались в ЖУ сказали там, что это не их территория. Кто бороться с этим будет, неизвестно. Чтобы прояснить ситуацию до конца, мы сами обратились в то самое ЖУ, а точнее управляющую компанию СМУ-13. Здесь нам пояснили, что земля принадлежит муниципалитету, то есть СМУ действительно не обязана здесь убираться. Однако тут же выяснилось, кто все-таки несет ответственность за уборку гигантской свалки рядом с детским садом. Постановлением номер 663 от 17 апреля 2014 года, постановлением администрации МГУКТА, об организации общегородского субботника, данные земли на уборку были закреплены за ОАО «Сварочно-монтажный трест», аэропорт Ухта, филиал Коми-Авиатранс, сотрудниками школы номер 13, магазин «Магнит» и магазин «Винилюкс». Они должны были выйти и осуществить там уборку. Контроль возлагался за уборкой на управление жилищно-коммунальным хозяйством. Уборка должна была пройти в период с 21 апреля по 8 мая под контролем городского управления ЖКХ. Была ли она? Вопрос. И видя размеры мусорных куч, начинаешь в этом сомневаться. В СМУ-13 нам сообщили, что готовы помочь техникой при уборке или даже по просьбе жителей вывести мусор, хоть и не должны. Но случится это не раньше, чем будут завершены другие плановые работы, то есть в октябре. Получается, те, кто обязан чистить территорию, не хотят, другим некогда, а свалка продолжает уродовать местность.